Соединенные Штаты Америки. Into the red corner, please welcome the boxer representing the United States of America, Daniel Perkins. И встречайте ее соперницу в синем углу, боксер из России. And please welcome her opponent in the blue corner, the boxer from Russia, Kristina Tkacheva. Итак, друзья, мы продолжаем трансляцию из Улан-Удэ, где проходит чемпионат мира по боксу среди женщин. На очереди поединок в весовой категории свыше 81 килограмма. Российская спортсменка Кристина Ткачева против Даниэлы Перкинс из Соединенных Штатов Америки. Да, для Кристины это первый бой на турнире. Да, для всех спортсменок в этой весовой категории это первые поединки на этом турнире. Напомню, что это самая маленькая весовая категория. Всего 7 спортсменов. Да, абсурдная ситуация, что спортсменка из Китая автоматически уже гарантировала себе бронзовую медаль еще на жеребьевке, потому что она уже вышла в полуфинал. Да, речь идет о Ян Сяоли из Китая. Она трехкратная чемпионка мира и уже находится в полуфинале. Сейчас вы можете видеть на ваших экранах Кристину Ткачеву. Ей всего 20 лет. Она участвовала в прошлом чемпионате мира и взяла тогда бронзу. Проиграла, к сожалению, в полуфинале. И то же самое можно сказать о ее сопернице Даниэле Перкинс, которая тоже на прошлом чемпионате мира взяла бронзу. Так что это поединок двух бронзовых чемпионок мира. Ну да, это как минимум победительница, как минимум повторит успех. И также станет бронзовой победительницей, как ты сказал, призерка. Да, Кристина является представительницей Бурятии. Как вы можете услышать, здесь сумасшедшая поддержка. Все же надо признать, да, поддерживают каждую россиянку, но давайте будем честны, что когда на ринг выходит представительница Бурятии, немножко все же зал кричит чуть-чуть больше. Итак, друзья, первый раунд. Соперница выходит в центр ринга. Сразу же Кристина пробивает отличную серию правой точно в цель. Пытается поджать американскую соперницу. На трибунах слышно Кристина. Кристина активно поддерживает нашу боксерку. Так, внимательно смотрим за происходящим на ринге. Как-то прям стремительно обе девочки пошли на сближение, хотят нанести как можно больше ударов. Вспомню тоже предысторию, что еще по итогам жеребьевки чемпионата мира, женского чемпионата мира в Улан-Удэ, состоявшийся 2 октября, общался с главным тренером. Отличная серия и левой точно в цель от Кристины. Вась, продолжай. Общался с главным тренером женской сборной Иваном Шедловским, и он заострил внимание вот именно на этой весовой категории, на плюс 81, в плане того, что нам досталось серьезный соперник. Анализируется. Какие у вас вопросы? Вот именно это не понравилось нашим главным тренером. Действительно, как ты сказал, уже две бронзовые призерки встречаются на стадии четвертьфинала. Соответственно, кто-то из них уже как минимум выступит хуже, чем в прошлом году. Да, и, кстати говоря, стоит отметить, что пока первый раунд складывается отлично для нашей спортсменки. Она постоянно идет вперед и очень много попадает. Навязывает свою манеру ведения боя. Американка пытается действовать вторым номером. У нее руки, видимо, подлиннее, но пока у нее получается похуже. Вот сейчас было отлично видно, что Кристина заряжается на серийную атаку и с ударами подходит к своей сопернице, тем самым сокращает дистанцию и выходит на среднюю, удобную для себя. Просто так вот, действуя открыто, можно нарваться, конечно, на контратаку, потому что Кристина прям совсем сдали дистанцию, начинает наносить удары и на сближении проводит несколько. Да, плюс это самая тяжелая весовая категория среди женщин. И здесь возможны очень вероятный нокдаун. Сейчас американка отлично попадает слева. К сожалению, и снова пропускает, к сожалению, Кристина.
Такое ощущение, что американка адаптировалась под манеру ведения боя Кристины. Вот сейчас неплохая серия от Кристины Ткачевой. Меньше 30 секунд остается до конца первого раунда. Да, вот такое ощущение, что вот этот высокий темп очень неудобен американке. Ей нужна более размеренная манера ведения боя. Как только Кристина замедляется, сразу же инициативу перехватывает спортсменка из США. Отлично, сейчас справа попадает Ткачева, снова точно в цель. И завершился первый раунд, друзья. Очень-очень интересный поединок. Смотрим с вами. Надеемся сейчас услышать наш угол. Длинные серии пробивать. Длинные, не один-два удара, а подлиннее. Поджимай канатом и начинай работать полностью. Поняла? Левый, левый, правый. Правый, левый, правый. Постоянно. Еще хуже. 2-3 ударила, опять 2-3 туда. 2-3 ударила, 2-3 туда. С левой ногой подходили. Не вались, слышишь? Не вались. Кристина. Теперь следующий момент. Обязательно Кристина. правый кросс, правый взгляд. Seconds out. Round 2. Итак, друзья, второй раунд. Напоминаю, что это весовая категория свыше 81 килограмма. Дебютный поединок на турнире проводит Кристина Ткачева против соперницы из Соединенных Штатов Америки Даниэлы Перкинс. Отлично, справа сейчас попадает Кристина. Да, в углу ей посоветовали наносить больше ударов. Не 1-2, а побольше. Более серийной комбинации. Сейчас выжидает американец. Такое ощущение, что ждет атаки и пытается отвечать и действовать на контратак. Долго-долго готовит атаку Кристина. Отличный правый, точно в цель. Но американка кивает головой, типа, мол, я ничего не почувствовала. А мне показалось, что почувствовала. Когда на лице написано, что пока не все по ее плану идет. Да, но видно, что американка хочет встречный удар нанести по Кристине. Да, старается использовать своим преимуществом в росте, в размахе рук, в длине рук. На дальней дистанции, да, старается очки себе нарабатывать. Сейчас очень мощные удары пропускает Кристина, к сожалению. Да, сейчас не очень хорошая комбинация. Да, несколько ударов точные были от американки. Сейчас нужно собраться. Проваливается наша спортсменка, к сожалению, после своей атаки. Минута до конца второго раунда. Очень много ударов сейчас снова пропускает Кристина. К сожалению, судья отсчитывает нокдаун. Да, зеркальный второй раунд, если сравнивать его с первым. Да, 40 секунд надо вытерпеть Кристине. Ну, судья здесь делает замечание, говорит, что нужно выше. Я вот то же держать самое голову. хотел сказать, потому что Кристина как-то во время защиты слишком низко нагибается, тем самым она становится более легкой добычей для американцев. Так, американка, такое ощущение, что хочет поставить еще один нокдаун. Откровенно набрасывается с ударами. И, к сожалению, эти удары часто достигают цели. Да, пережила этот страшный раунд. Да, друзья, Кристина. очень напряженный поединок. Интересно, что сейчас скажут в углу. Первый раунд, мне показалось, Кристина выглядела поубедительнее, а во втором все-таки лучше выглядела американка. Она начинает атаковать длинной атакой. Не стой, в атаке мне сами надо работать. Лучше атаку. Сядь хорошо.
seconds. Out. Round 3. Итак, друзья, третий раунд. К сожалению, мы не смогли услышать, что же говорили Кристине Ткачевой в перерыве. Можно сказать, что, конечно, да, Кристине сейчас очень тяжело было. Пытался отдышаться, перевести как-то дух. Потому что все же пропустил очень-очень много во втором раунде наш спортсмен. Да, сейчас откровенно идет вперед Ткачева и постоянно натыкается на удары от американца. Трибуны пытаются поддержать Ткачеву, кричат «Россия, Россия!». Ждет атаки американка. Вот сейчас отлично справа достает Кристина. Хорошо, сейчас на ближней дистанции. Отличный левый кросс от Кристины Ткачевой. Точно в цель. Американка улыбается. Да, несколько тяжелых ударов она сейчас пропустила. Пытается реваншироваться. Идет вперед. Минута до конца третьего раунда, да, Кристине удалось, наверное, чуть выправить ситуацию в свою пользу, потому что, действительно, повторюсь, второй раунд был, мягко говоря, не очень хороший. Сейчас, да, и попадает наша спортсменка. Хотя американка всячески пытается улыбаться, демонстрируя, что мне ее удары нипочем. Да, старается Кристина. Идет вперед. Нужно забирать концовку. 30 секунд остается до конца этого поединка. Так. Здесь Кристина просто оступилась, нокдауна не было. Включаются активно трибуны. Буквально 5 секунд остается до конца этого боя. И все, друзья, завершился этот поединок. Напоминаю, что это весовая категория свыше 81 килограмма. Кристина Ткачева против Даниэлы Перкинс из США. Дождемся судейского решения. Интересно, каким же оно будет. Конечно. Да, кажется, Кристина выглядит очень расстроена. Недовольна, наверное, своим выступлением. Да. Трибуны скандируют «Молодец, молодец». Вот сейчас можно видеть плакаты, которые направлены в поддержку нашей спортсменки. И, к сожалению, да, к сожалению, победу одержала американка Даниэла Перкинс. И Кристина Ткачева в дебютном поединке, к сожалению, терпит поражение.